Всем большой привет, друзья! 13 октября на календаре. И у нас уж прям чувствуется дыхание зимы. Пошла шуга второй день. Позавчера было 10-11 градусов мороза. Вчера 7-8. Сегодня чуть потеплело. Только -2, -3, может так где-то было. Но пошла шуга полным ходом. 2 дня мы продольники не проверяли. У меня гости Николай с Володей. Погостили хорошенько. Ну, об этом история умалчивает, так сказать. Да и было холодно, да и был ветер, в общем, да и живцов нет. В общем, куча причин. Ну, отдохнули, да и ладно. Как вы сами видели, крайняя проверка была вполне результативной. 6 крупных налимов. Вот это 20-литровое ведро было полностью полное. Вот последние живцы, ёршики были в курьюшке. У меня запас небольшой, то что ловил. Кое-как пробрался туда. Толстенный лед уже сантиметров 5. Вон, видим пласты. И все. Вот сегодня еще насаживаем, оставляем. И следующая проверка, наверное, будет последней, если мы не найдем живцов. Поехали. Вот она, первый продольник. Очень много бутылок у нас уплыло. Видать, шугой, льдинами, потому что льдины были, пласты сегодня просто здоровенные. Начинаем проверочку. Пошел первый продольник. В прошлый раз здесь уже налим был. Прошлая проверка была вообще замечательной. Мне кажется, за всю историю рыбалки, осенней рыбалки налимов, такого результата у меня еще не было. Сейчас посмотрим, что нам попало за 2 дня. Так. Живцов нет. И вон что-то идет небольшой. Маленький налимчик был, да. Он есть, почему был. Ладно, дадим ему шанс. Вот такой небольшой налимчик. Попал на гальяна озерного. Заглотил до кишков. И мы его, конечно же, забираем. Вот есть поводок аж там. Ну, такого маленького у меня тоже еще не было. Ну, не пусто, уже хорошо. Отпускать его смысла нет. Нормальный. Пойдет. Вот Янскадан. Начало есть. Так, второй продольник пошел. Одного походу нету. Большой промежуток стал. Скорее всего, один продольник у нас уплыл. Сам он по себе уплыть не может. Если льдинами, то все равно еще. Он может быть ниже немного уплыл. Скорее всего, подстрелили наш продольник вместо утки по темноте кто-то. И бутылка затонула. Так. Здесь у нас, походу, пусто. Опа, опачки. Что-то было серьезное, друзья. О, оторван сам поводок. Сам поводок оторван. Выдерживал, как написано было, 16 килограммов. Что-то было серьезное. Вот если умудрился порвать сам поводок, тут было что-то весьма и весьма достойное. Весьма и весьма огромное. Тут тоже поводок откушен. Смотрите, откушен поводок — это одно. Откушена и сама леска. Тут, скорее всего, была здоровенная щука. Капроновая нитка, вон. Видно, что перекушена и перекусан поводок. Тоже что-то здоровое было. Вот тебе долго вот не проверяли. Вот тебе и результат. Так, тут надо связать узлом, чтобы дальше не распутывалось. Как-то вот так.
Вот тебе и долго не проверяли. И 2 поводка оторваны. И на последнем крючке у нас только один вот такой вот озерный гальян. Его никто не заметил. Вон, видите, да, какие пласты уже шуки плывут. Вот так вот. Что-то было серьезное, что-то было крупное. И это что-то благополучно ушло, оборвав 2 поводка. С собой не взял ни поводков, ни двойников. В следующий раз придется взять и подремонтировать. Так что даже поводки не выдерживают. Что-то действительно было серьезное. Я так думаю, это был или крупная щука. Скорее всего, наверное, крупная щука. Будем думать, вон. Не семга же попала. Хотя на озерного гальяна может и семга взять. У той-то дури очень много. Она хоть что порвет. И вот озерный гальянчик дохлый. Сюда нацепим маленькую ерша и пока оставим. Ну все, вот следующая бутылка. Так, третий пошел. На казанке проверять продольники удобнее, да. Но она у меня дырявая, течет и очень быстро набирается вода там. Тоже, как говорится, свои плюсы, свои минусы есть. А четырехтактник в холодную погоду заводится у меня очень и очень плохо. Так, ну что? Есть что-нибудь, нет? Походу пусто. Походу пусто, да. Одного жильца съели, остальные живчики на месте. Никого. Подъехали к 4-му продольнику. Так. Здесь у нас что-то походу есть. Да, вижу налима. Вижу налима. Налим есть хороший. Пока есть. Раз. Раз. В сачке. На последнем крючке. А потом и в сачке. Вот Янцикадан. Вот и первый налим. Достойный, хороший. Скрутил уже капитально все. Не на последнем получается, на предпоследнем. На предпоследнем и запутал все. Так, Янцикадан. Не пусто. Так, ну что. Вот так вот налим. Килограмма. Ну, 2,5 примерно точно есть. Отлично. Янцикадан. Отцепил я налима, и что я вижу? Что последний поводок тоже откушен. А он был длинный. Вот такой длины сантиметров, наверное, 26. Самый длинный поводок был. И он тоже откушен. Получается, опять здоровенная щука заглотила вместе с поводком. Вот налим попался на предпоследний крючок. А последний крючок опять откушен. Опять проделки здоровенной щуки. Так что с щуками надо проверять продольники почаще, 100%. Вот так вот. Даже с поводками перекусывают вот такую здоровую капроновую нить. Представляю, какая там чушка была.
Нашел я своего потеряшку все-таки. О, вижу, что уже был он запутан. Вон, двойник в бутылке. По-любому здесь был крупный налим или щука. Третьего не дано, потому что вон последний крупный крючок на него попался. Закрутил основную веревку. Вот видите, да? Основную веревку закрутил и сплавил метров 200, наверное. Вот. Все запутано. Вон. Возвращаясь к теме поводков, хочу сказать, какой длины вот поводок у меня на крайнем крючке. Вон. 26 сантиметров. Вон, все скручено. Рыба была. И рыба ушла. Так что, если ловишь рыбу, надо проверять продольники чаще. Сами виноваты, что так получилось. Так, ну что, поднимаем продольник и переставляем обратно наверх, откуда он приплыл. Вот такой вот тяжеленный груз. Килограмм 6-7, наверное, он. И тащил он это налимище или щука, не знаю, что тут было. Просто тащил его вниз по течению. Вот так вот. Хорошо, что хоть никуда не зацепился. Ну, продольник нашли уже хорошо. Сейчас мы поднимем и переставим его. Так. Переехали на другое место. Здесь у нас стоит 4 продольника. Посмотрим, что нам они дадут. Стоят там в перекате, на камнях. А посмотрим. Есть в тени. Так. Натяжки нет, пусто. И живцы целые все. На этот раз не повезло. Здесь у нас тоже километр тины на веревке. Вода сейчас падает. Грязи, по идее, должно быть меньше. Но походу и рыбы меньше. Когда был подъем воды, грязь грязью, но рыбы было больше. Хотя, что жаловаться, есть же пустые крючки. Скорее всего, за такое долгое время они посрывались, наверное. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже пусто. Натяжки нет. Но есть зато пустые крючки. Раз. Один крючок пустой. Кто-то был. Предпоследний продольник. В прошлый раз здесь налим был. На предпоследнем и на последнем. Володя сказал, один налим на 2 продольника точно есть. Мы проверили. Там оказалось 2. Вообще тогда веселая проверочка получилась. Ну тогда я днем заранее всех живцов поменял. Как бы приготовил хороший плацдарм для хорошей проверки. Насадил все озерными гальянами. И результат был. Сейчас тоже, в принципе, все было насажено, но прошло много времени, и, скорее всего, это все хозяйство посрывалось. Так, что у нас? Что у нас? А у нас опять пусто.
Ладно, еще один есть, еще небольшая надежда есть. Ну вот, подъехали к последнему продольнику. Сейчас мы посмотрим, прибавится ли в нашем ведре что-нибудь или останется все как было. Что-то перекат на этот раз хрена налимов не дал. Если следующая проверка будет также пустой, переставим обратно на глубину. Живцы у нас еще немножко остались, так что на одну проверку точно еще хватит. А там видно будет по погоде, по результатам. Так, ну что? Ничего. Пустой. Так, он оборван двойник и 3 живца на месте. Ну вот. Закончили мы нашу проверку. Не густо, но, друзья, и не пусто. Вот такой вот красавчик. Налим. Вот такой вот. Килограмма 2,5 точно есть. И один малышок. Грамм на 350-400, наверное, где-то. Столечко живцов. Всем спасибо, друзья, за внимание. И хочу еще обратиться к зрителям, которые смотрят меня на ютубе. Ролики я продолжаю туда заливать. Правда, пореже, по одному ролику в неделю. Кто желает посмотреть раньше, смотрите на канале Дзен. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Для вас это будет лучше, вы увидите этот ролик раньше. Для меня это будет дополнительная копеечка за время просмотра. Потому что, как вы уже знаете, YouTube в России умер. На YouTube мы сейчас совсем ничего не зарабатываем. Просто я кидаю для заграничных друзей, которые по-прежнему смотрят мой канал. Бесплатно, скажем так, вообще. Работаем бесплатно. Но ничего страшного. Прорвемся. Всем спасибо за внимание еще раз. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. До следующей проверки.